Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Суд снова отклонил ходатайство о дополнительной экспертизе для Беслана Бганба. Подробности в ближайшем выпуске новостей на Абаза ТВ. С упором на экологию продолжается 4-й международный туристический форум «Визит Апсны». Энциклопедия абхазского изобразительного искусства. В ЦВЗ презентовали 3-ю книгу «Аза Аргун. Художники Абхазии». Начнем с официальной информации. 17 октября в Москве состоялось заседание рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с Российской Федерацией. Сопредседателем рабочей группы с абхазской стороны выступает вице-премьер-министр экономики Кристина Озган, с российской замминистра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач. В заседании приняли участие министр здравоохранения Эдуард Будба, министр просвещения Нал Габлия, министр по налогам и сборам Михаил Габелия, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, представители ГТК, МИД, Нацбанка и другие. Госдума ратифицировала протокол об освобождении от пошлины при вывозе пропана в Абхазию. Документ предусматривает включение пропана в перечень товаров, вывозимых из Российской Федерации на таможенную территорию Абхазии без применения вывозной таможенной пошлины. Протокол инициирован правительством России, сообщает ТАСС, и был подписан 16 мая 2023 года в Москве. Протокол временно применяется по истечении 10 дней с даты его подписания и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур. 18 октября в Абхазском государственном университете состоится международный форум «Гамзатов и Абхазия. От национального к общечеловеческому». Мероприятие посвящено столетию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Специально для участия в форуме в Абхазию прибыла представительная делегация Республики Дагестан. Гостей встретил министр культуры Абхазии Даурковы. Члены делегации в сопровождении министра культуры посетили литературно-мемориальный музей имени основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия, а также возложили цветы к мемориалу народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба. В рамках форума в Абхазском государственном университете в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир пройдут круглые столы и конференции, встречи с писателями и студентами. Наша телекомпания с сегодняшнего дня и по 24 октября реализует проект «Дни аварского поэта Расула Гамзатова» в эфире Абаза ТВ. В течение 6 эфирных дней в утреннее и вечернее время будут показаны более 12 часов телевизионной хроники. В том числе документальные фильмы о Расуле Гамзатове, концертные программы на стихи аварского поэта, передачи с участием писателей и его друзей, торжественные вечера, посвященные юбилею великого писателя. Проект реализуется при поддержке фонда Международный институт развития коммуникации «Мир Мост. Абхазия». В нашем сегодняшнем эфире смотрите передачу «Расул Гамзатов. Песни в концертной студии Останкино. 1987 год». Продолжается 4-й международный туристический форум «Визит Апсны». Второй день проходят тематические круглые столы, мастер-классы, деловые сессии и презентации новых проектов. Также открылась выставка сферы Хорека. Слово Марианны Котовой. Будущее горного туризма в Абхазии обсудили за круглым столом директор по охране окружающей среды, устойчивому развитию курорта Красная Поляна Лев Шагаров и заведующий отделом по туризму и экскурсиям при Рицинском реликтовом национальном парке Этлан Богателия. Шагаров рассказал о том, как в курорте Красная Поляна развивается экотуризм, что они делают, чтобы развитие было устойчивым. У нас действительно хорошо восстанавливается животный мир, а леса и альпийские луга восстанавливаются не так хорошо, как нам хотелось бы. Их восстановление
восстановление занимает очень большое время, естественное восстановление, я имею в виду, поэтому когда понятно, что была Олимпиада, были сроки, было все, с тех пор, конечно, мы все свое развитие уже планируем с точки зрения устойчивого туризма, и любые решения о создании какой-то инфраструктуры принимаются в результате проведения большого анализа воздействия, оценки воздействия на окружающую среду по результатам прохождения государственной экологической экспертизы и так далее. По словам Шагарова, он часто бывает в Абхазии и видит, что развитие туристической отрасли идет без учета нагрузки на экологию. То есть здесь мы часто наблюдаем примеры, когда природные территории нарушаются с очень маленькой выгодой. То есть люди, по сути, зарабатывают 3 копейки и при этом портят места, которые могут не восстановиться в период жизни любого из нас. То есть восстановление природных комплексов оно происходит десятилетия, если не столетия. Поэтому все проекты развития туризма на природных территориях, на мой взгляд, они должны, во-первых, сразу быть высокого уровня, чтобы они могли приносить действительно хорошую прибыль, и это позволит, опять-таки, обеспечить нормальную работу по охране природы и по внедрению принципов устойчивого развития на этих объектах. Также он рассказал о том, что условием устойчивого развития туристической отрасли является и сохранение денежной массы внутри региона или страны, если говорить об Абхазии. А достигается это путем использования продуктов местного предпринимательства, будь то продукты питания, косметика или бытовая химия. В прошлом году мы закупили местной продукции на 580 миллионов рублей. Из этих 580 миллионов мы 458 миллионов рублей на эту сумму закупили у субъектов малого и среднего предпринимательства, то есть у ИПшников. И все эти деньги остались в нашем крае, это налоги, это рабочие места, это все на свете. То есть переориентация на внутреннюю продукцию, это очень важно. И для Абхазии, мне кажется, это очень важно. По словам Шагарова, Абхазии нужно сохранять не только чистоту природы, но и культурные особенности даже в мелочах. Грубо говоря, обычный как континентальный завтрак, его подают на всей планете. Зачем он нужен? Он не нужен. Гостю ценнее, если будет местный какой-то колорит и местная кухня представлена. И в то же время вы берете продукты у местных и тем самым стимулируете местный малый бизнес и улучшаете экономику республики. Также Шагаров поделился достижениями курорта в экономии энергии и воды. По его словам, в Красной Поляне стараются перевести буквально все в цифровой режим. Отказываются от бумажных билетов и переходят на энергосберегающее оборудование. И это работает. В эксплуатацию вводятся крупные объекты, а энергопотребление сокращается. Удалось в прошлом году снизить энергопотребление за год на 4%, при том, что мы вводили в эксплуатацию новые объекты, довольно крупные потребители. То есть мы пытаемся внедрять новые технологии везде, где можем, везде считаем экономическую выгоду. То есть если нам, допустим, солнечные панели нам вообще не нужны, у нас северный склон, и они просто экономически неэффективны. То есть нам лучше применять вообще совершенно другие решения. Заведующий отделом по туризму и экскурсиям при Вицинском реликтовом национальном парке Этлан Богателий рассказал о том, как экотуризм развивается в Абхазии. Руководством национального парка совсем недавно была поставлена задача на развитие экологического туризма. И отдел по туризму национального парка разработали экотропы по 3 направлениям. Пока мы ввели, промаркировали только 3 направления. Это такие направления, как озеро Большая Рица, Малая Рица, урочище Ватхара, озеро Мзы, урочище Ватхара, озеро Мзы через Ацетукский хребет. Кстати, это очень такой непростой маршрут, и по протяженности он достаточно большой. Ну и, безусловно, как и подобает организации экотропы, промаркировано. Также открылась выставка товаров сферы гостеприимства. Для участия в форуме из России приехали производители необходимых в ресторанно-гостиничном бизнесе товаров. Многие уже сотрудничают с абхазскими отелями, но намерены расширять свое присутствие на местном рынке. Когда мы получили приглашение от Анны Ковлягиной поучаствовать в таком форуме Абхазия, приняли его с большим, огромным удовольствием, потому что для нас потенциал Абхазии, рынок Абхазии кажется интересным. Мы видим там огромные возможности для себя. Ну и новый рынок для
для нас. Продавцы ароматов для дома, офисов и гостиниц также намерены расширять свое сотрудничество с местными отелями, хотя уже имеют постоянных клиентов. Мы занимаемся аромамаркетингом. На самом деле уже очень давно, успешно. Более 18 лет мы на рынке представлены. Для нас большая честь было попасть сюда. Приглашение от Анны Калягиной. Огромная благодарность. Мы очень рады, что Абхазия процветает и растет. И, естественно, нам очень интересен этот рынок. Я думаю, что и мы будем очень полезны для этого рынка, так как на самом деле аромамаркетинг решает огромные цели и задачи, прекрасные инструменты для развития бизнеса. А фирмы, занимающиеся косметикой, на выставке намерены найти клиентов среди гостиниц, предоставляющих СПА-услуги. Мы работаем как раз с СПА-салонами в отелях и так далее. И хотели бы тоже сотрудничать здесь на коммерческих условиях, очень взаимовыгодных с СПА-отелями и гостиницами Абхазии. Для представителей гостиничного бизнеса было интересно пообщаться с менеджерами агрегаторов бронирования, так как туристы стали чаще предпочитать самостоятельное планирование отпуска. Кроме того, в ходе второго дня форума «Визит Апсны» можно было познакомиться с местными производителями вина, джема и других товаров, интересных туристам. Марьяна Котова, Абаза ТВ. В Берлине состоялась встреча членов Евразийского общества, спикером которой выступил представитель Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в Германии Вольфганг Мацке. Во встрече приняла участие полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба. В ходе встречи обсуждалась динамика экономического развития Абхазии в современных условиях, проблемы и препятствия, с которыми сталкивается республика, а также возможные способы их решения. Вольфганг Мацке подробно рассказал о своих визитах в Абхазию и о проектах, которые реализуются в Германии при поддержке ТПП. Суд снова отклонил ходатайство о дополнительной экспертизе для Беслана Бганба. Защита считает, что проведенная в рамках следствия экспертиза в отношении повреждений на теле подсудимого Бганба является неполной и не отвечает на ряд вопросов. Суд в очередной раз не согласился с доводами адвоката Автандила Чкаду и отказал в удовлетворении ходатайства. Подробнее в ближайших выпусках на нашем канале. Кассационная коллегия Верховного суда отменила приговор Сухумского суда по делу о разбойном нападении на офис Амробанка. Уголовное дело передано на новое судебное разбирательство в Сухумский городской суд в ином составе. Суда со стадии подготовки к судебному заседанию. Мера пресечения в отношении Будба, Возба, Квицения, Цвинари и Июпова оставлено прежнее содержание под стражей. 110 нарушений правил дорожного движения выявлено в ходе рейдовых профилактических мероприятий 16 октября, проходивших под контролем министра внутренних дел Роберта Киут. В рейде также участвовали заместитель министра Беслан Чкадо и Раш Цвижба. Репортаж пресс-службы Министерства внутренних дел. Согласно приказу министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Киут, в городах и районах республики проходят усиленные рейдовые профилактические мероприятия, направленные на выявление лиц, управляющих автомобильным средством в нетрезвом состоянии, нарушающих правила дорожного движения. 16 октября профмероприятия проходили под личным контролем министра Роберта Киут при участии его заместителей Беслана Чкадо и Раша Цвижба. Особое внимание сотрудникам поручено обращать на водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В случае выявления граждан, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии, они немедленно отстраняются от управления автомобилем, подвергаются административному штрафу в 30 тысяч рублей и лишаются права управления транспортным средством на 6 месяцев. Если сотрудники выявляют лишенных ранее прав водителей, пренебрегших запретом и севших за руль в нетрезвом состоянии, то водитель подвергается аресту на 15 суток. В этом случае он также лишается права управления автомобилем на 1 год. В ходе рейда 16 октября сотрудниками задержано 4 водителей в нетрезвом состоянии. 2 из них пребывали в наркотическом опьянении, 2 в алкогольном. Всего совместными силами сотрудников УГАИ, УР и УКОН было выявлено 110 нарушений ПДД, основными среди которых остаются превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проездно запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части,
части движения по встречной полосе. Ввиду приближения зимнего периода и сокращения светового дня сотрудникам поручено оперативно реагировать на транспортные средства, нарушающие нормы тонирования ветровых автомобильных стекол. УГАИ напоминает, тонировка лобовых ветровых стекол в республике запрещена. В случае выявления подобных транспортных средств пленку снимают на месте. Также сотрудники милиции напоминают водителям о необходимости использования ремней безопасности. В случае ДТП ремни спасают жизни людей, что подтверждается статистикой. Использование ремней безопасности снижает риск тяжелых травм, гибели в 2-3 раза, а при невысоких скоростях тело человека, зафиксированное ремнями, можно вовсе оградить от различных, даже незначительных повреждений. Наряду с ремнями сотрудники призывают к активному использованию детских кресел. Детское сиденье существенно снижает риск смертности и травматизма. Нежелательно при движении в автомобиле держать детей на руках. Запрещено сажать их на передние сиденья. Усиленные рейдовые мероприятия под руководством МВД продолжатся далее. Основной целью профилактических мероприятий является снижение числа ДТП, минимизация нарушений правил дорожного движения. Незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере вменяется жителю села Джирхва Гудаутского района. Незаконные приобретения, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере вменяется жителю села Джирхва Гудаутского района Гочуа Дмитрию Аксентьевичу, 1978 года рождения. При личном досмотре у последнего сотрудниками милиции обнаружен и изъят заизолированный сверток с порошкообразным веществом белого цвета внутри. Как впоследствии установлено экспертами, экспертно-криминалистического центра МВД порядка 1,5 грамм наркотического средства метадон. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Дмитрия Гочуа по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 223 Уголовного кодекса, проводит следственное подразделение Гудаутского РОВД. Дмитрий Гочуа помещен под домашний арест. Как именно адвокат должен защищать права человека? Может ли адвокат отказаться вступать в дело? С какими нарушениями прав человека чаще всего сталкиваются адвокаты Абхазии в своей деятельности? На эти и другие вопросы ответила адвокат Сухумской городской коллегии Людмила Ачба в 9-м выпуске из серии лекций по правам человека. Вы знаете, что наша Конституция, в частности, глава 2 нашей Конституции, регламентирует права на защиту, вообще права и свободу человека и гражданина. И именно в этой главе закреплены права на защиту каждого гражданина и человека, и его право на государственную защиту, а также его право на получение именно адвокатской помощи в том случае, если он подвергнется задержанию либо уголовному преследованию. Адвокатура в Республике Абхазия является профессиональным сообществом адвокатов, которые осуществляют свою деятельность на профессиональной основе. И как институт гражданского общества адвокатура не относится ни к одной из ветвей государственной власти. Наше законодательство, в частности закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, трактует понятие адвокатуры как адвокатской деятельности, как квалифицированную правовую помощь, которая оказывается лицами, получившими статус адвоката в установленном законом порядке. То есть подразумевается, что для того, чтобы получить статус адвоката, недостаточно только обладать одним юридическим образованием. Для этого вам необходимо будет иметь определенный опыт, знания и практику, как теоретические, так и практические, для того, чтобы вы могли быть допущены к сдаче квалификационного экзамена. Полную версию лекции «Адвокатская деятельность как механизм защиты прав человека. Актуальные проблемы защиты прав человека и законных интересов в Абхазии» смотрите после выпуска новостей.
Министерство здравоохранения информирует выпускников средних образовательных школ Абхазии о возможности поступить в высшие учебные медицинские заведения Российской Федерации по линии Россотрудничества. Минздрав уже определил наиболее востребованные специальности. Всем желающим поступать в медицинские вузы Минздрав Абхазии рекомендует пройти регистрацию по ссылке educationinrussia.com до 1 ноября. Все, кто не зарегистрируется в системе до установленного срока, не смогут принять участие в отборочной квотной кампании. К участию не допускаются лица, ранее уже обучавшиеся в российских вузах в рамках выделяемой правительством Российской Федерации квоты, имеющие российское гражданство, имеющие постоянную регистрацию в Российской Федерации. Более 70 случаев заболевания коклюшем среди детей зафиксировано в Гудаутском районе за 2 месяца. По словам главного санврача района Инги Чанба, одна из основных причин – отказ от вакцинации. Многие родители думают, что иммунитет ребенка окрепнет, если он переболеет. При этом дети сначала могут заболеть коклюшем, а потом скарлатиной и корью. Еще один важный аспект – несоблюдение возрастных рекомендаций при формировании детского рациона. Сейчас коклюш протекает в более легкой форме, чем в прошлые годы. В стационаре почти нет пациентов с этим заболеванием, сказала Чанба. Международная организация World Vision в рамках 2 лет работы проекта провела ремонтно-очистительные работы в селе Баслаху, а также организовала тренинги с участием сотрудников МЧС для жителей, которые регулярно страдали от потопов после проливных дождей. В актовом зале средней школы села Баслаху организовано убежище, где каждый пострадавший сможет переждать стихийное бедствие в течение нескольких дней. Работы проведены при содействии администрации Чимчирского района и Института экологии. Тему продолжит Астан Дотарба. Жларбжьаратәи аилак World Vision хыԥхьаӡара рацәала ауаа рыԥсҭазаара зырманшәало рдырра аизырҳара иазку аусмҩаԥгатәқәа еиҿнакаауеит. Убас ҩышықәса ирҭагӡаны рпроектқәа руак инақәыршәаны аԥсабаратә ԥырхага зауз Аҟәа, Игәылрыԥшьи, Очамчыреи рраионқәа рқыҭақәа ацхыраара рнаҭеит. Хықәкыла иаҳҳәозар, Баслаху ақыҭа ауааԥсыра аӡхыҵрақәа ирыхҟьаны аԥхасҭаӷәы роуазҭгьы уажәшьҭарнахыс урҭ рынхарҭақәеи раарыхреи ԥырхага рмоуа аусурақәа еиҿкаауп. Раԥхьаӡа инаргыланы ари апроект аҿы хадас иҟоуп аинформациа ақыҭауаа арыҭара. Ақыҭауаа рхы-рыхьчартә еиԥш информациа роуит. Ари ҳацхраан иҟарҵеит, ари аинформациа раҳҭеит ақыҭауаа аекологцәа ҳацхрааны. Ақыҭаҿы иҟан ирацәаны ауадаҩрақәа, ижәдыруа аӡысаамҭақәа иисуа аарҩа рахь. Ахадара ақыҭауаа иалархеит абри аӡы ҳашьҭахь иҟоу маҟара ҳаизышьҭоу ахьӡ змам аӡы абра ус адаҳуалартә еиԥш. Убри азыҳәан ара ҳҽадаҳкылеит абри аӡы аганқәагьы иҳарҵаулеит аӡы ацарҭа аганқәагьы ҳрыцқьеит ирԥырхагамкәа ишиашоу алда ицаразы. Агьырҭ ақыҭақәаҿгьы ирҳәоит Кәтол ацҳаҿы иҟаҳҵаз ҳҳәозар абыржәы аусқәа имҩаԥагамызҭгьы дара аӡы рылон, рыцҳагьы иагон. Очамчыра района хада бегуа ацхыраара ҳаиҭеит, адгалара ҳаиҭеит, адабоуп ҳазҳәар зҭаху. Иҟаз апроблемақәа рыӡбаразы аиҿкааҩцәа еизыргеит аекологиа шәарҭадара рзы апрофессионалцәа ргәыԥ. Урҭ ақыҭа ауааԥсыра рыцырхырааны иҟаҵатәыз рыӡбеит, аусуратә план еиқәдыршәеит. Аӡышьҭра арыцқьаразы иадыԥхьалан атехника ҷыда Очамчыра араион ахадара аусуҩцәа. Абри ҳахьгылоу аҭыԥ уажәы нас аӡиас уажәы аӡы ҭаӡам, абас уахьахәаԥшуа ауаҩы иԥырхагахап ҳәа ухәыцыртә иааӡам, аха аӡиас ду еиԥш иаауеит иара. Нас асовет мч аахижьҭеи аӡышьҭрақәа рыцқьаӡамызт. Аспецтехника адкыланы аӡышьҭра рыцқьан 5 метра инарзынаԥшуа. Насгьы иара аӡиас ахьцо Баслаху амҩа хада ахьеихнаҵәо аҭыԥаҿы ацҳа ыҟоуп. Убри ацҳагьы аӡцарҭа амаӡамызт, иажәагәон. Нас аӡы захьымцоз азыҳәан убранӡа инеин иаан ауаа хнарҵәартә аҟынӡа иҭагылазаашьа цәгьан. Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы аӡы иакәша-мыкәша зынхара ыҟоу хәыҭӡык аԥырхага ӷәӷәа роуан. Абыжәтәи ӡхыҵраҟан нас иаҳараӡак абри шәахьынаԥшу ҩыжәба ацҳа абри аӡы нхыҵуа иааганы иҵанажьыз нас аҩада аҵлақәахь адгьылқәахь рыбгазоуп.
ацха янажаха абраацука худсик фудсик ирпрхага хасидро схаладин бжис здо диван бжис ярбайт адзацалет седро бас газква наква тараджи гона бхастаква роит хамацара хагузам ахката мацара гузам на паквашом гупом седро акатакой гона тараджа бхастаква ранатет буртги хрил шозала зи хожо хошла бас хава гларе жобда я лахбаб хабха World Vision филарбжара пиаичкара программа инакуршаны баслахпи ашкол акт бзал ашарта дарапхараква ирукшо ауааризарта ҭыԥны иалган. Ауадаҿы ауаамчыбжьык иназынаԥшуа иԥхьартә еиԥш аҭагылазаашьа ԥҵан. Уи адагьы хәыҷи-дуи рзы аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра аусзуҩцәа раԥхьатәи амедицинатә цхыраара рыҭаразы аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргеит. Абри World Vision ҳаиҟоу иахьа мацара акәӡам, акыр шықәса ҵуеит, иааиԥмырҟьаӡакәа дареи ҳареи аус еицаауеит. Урҭ ақыҭа иахәогьы ҟарҵот, ашкол иахәогьы ҟарҵот. Ӡиқәа ҳәа иҟоу иара маҷушәа убот, аха ахадуқәа ныҟанаҵоуп. Убра аҭҳәаақәа ҟарҵеит, уажәы ацҳа амаакырақәа аҭаны убригьы ҟарҵот. Ауаа рыԥсаатә инаркны, рыҩнымаҭәа инаркны зегь бжьысуан. Аиаша зыҳәаны даара адгылара рырҭеит. Иара ҳара ҳашкол аҟны убри инамаданы ацхыраара ҳарҭеит, убри ҳарҿыцит, еиҭашьақәа ҳаргылеит. Ибот иара адашьма акәзаат, аԥенџьырқәа ракәзаат зегьы иахьа уаныҩналак угәы ааизҳауа убыс еиԥш. Ӡхыҵра аламақәа ршәи бааԥс ҟалама ауаа ԥырхаган рылаҭалак, нас ашкол иамоуп автобус ахәыҷқәа зламҩанаҳго, рыҩныҟа излааго, школ ахь излааҳго. Убри зегь амаршрут ҟарҵеит. Ахсаала кыдырҵеит. Ӡхыҵрак ҟалар абри аҭыԥ аҟны шәеизот, абра шәааиуеит, абрантәи автобус шәышьҭыхны, абра шәаанагот. Нас иара ауада иара иазыхианы иҟоу ашьҭаларҭақәа инадыркны, агәабанқәа инадыркны, иааилахаргьы абри мчыбжьык аҩныҵҟа ирфаша. Ара тренингқәа зныкымкәа, ҩынтәымкәа, ҩаԥаагеит. Дара ашкол хәыҷқәа алархәны, ақыҭауаа аԥсыра алархәны, арҵаҩцәа усгьы ара ҳаҟоуп. Убри иднарҵоит аԥсабара ишакәым ушазымныҟәаша. Гәамка кажьра ишабалак инкасыжьындаз ҳәа уи шыҟамло, аӡыршьҭрақәа шшәаҳалатәым, аԥсабара иара нухьча, уаргьы ушахьчо, анцәа иҟынтә ҳара ҳаԥсабара бзаҟа ҳахьчо, ажәлар атәылақәа зегьы ҳаҵашьыцуеит, зегьы абрахь рхыхоуп. Убри ҳара иҳамоу ҳбеиара, ҳахьчароуп, напы ҳаркыроуп, ҳхәыҷқәа иахьа ииуа, уаҵәы ашьҭахь еиҵааӡо аҿара-биԥара абри дырҵалатәуп. Ари даараӡа абарҭ апроектқәа хаҳаразлоу проектқәоуп. Иҭабуп ҳәа раҳҳәот. Аԥсны иҟоу World Vision аиҿкаара аусура хасырганы ҩнызқьи хәба шықәсазы иахьатәи аамҭазы Аԥсны ауаа ԥсырарҭахрақәа инарықәыршәаны ашәарҭадара, агәабзиарахьчара, аҵарадырра уҳәа хра злоу ахырхарҭақәа рыла апроектқәа мҩаԥыргоит. Асҭанда Ҭарԥҳа, Сасрыҟәа Гәхаа, Абаза ТВ. В Уфу после пятидневного отдыха в Абхазии вернулись туристы из Башкирии. 46 пенсионеров отправились в путешествие в рамках нового проекта «Башкирско-абхазское долголетие. Туризм». Для некоторых из туристов серебряного возраста это была первая поездка на Черноморское побережье. Отдохнувших, довольных, счастливых пенсионеров в Уфимском аэропорту встречали близкие, сообщает Башинформ. С 21 по 26 октября в Абхазии пройдет 8-й международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии». Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ. Впервые проект был учрежден в 2013 году на базе Абхазского государственного университета. Его учредители АГУ, Министерство культуры Республики Абхазия, Национальная картинная галерея при поддержке президента Республики Абхазия. В этом году арт-пленэр организован Абхазским государственным университетом при поддержке Дома Москвы в Сухуми. Впервые этот проект был запущен в 2013 году, и с тех пор мы провели 7 сезонов. В этом году уже проходит 8-й международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии», в котором будут принимать участие приглашенные гости. В этом году у нас будут из Москвы, Санкт-Петербурга и города Нальчика, Северный Кавказ, Кабардино-Балкария. Ну вот, с нашей стороны будут участвовать наши художники-преподаватели Абхазского государственного университета, факультета искусств
и другие наши художники и студенты. Мы будем посещать достопримечательности Абхазии, как город Новый Афон, озеро Рица и восточные регионы Абхазии. Арт-пленэр с самого начала было задумано для того, чтобы стимулировать местных художников, стимулировать молодых людей, студентов наших в творческом таком направлении. Мы делимся опытом с нашими коллегами из Российской Федерации. Как вы знаете, география, конечно, очень широкая у нас. Новосибирск, Омск, Барнаул. Одним словом, центральные города, столица России, Москва, Санкт-Петербург. Разные регионы участвуют. Но бывало, что к нам приезжали, например, в 2018 году приезжали из Швейцарии наши коллеги, художники, из Израиля и так далее. В этом году пленэр осуществляем при поддержке Дома Москвы в Абхазии. И они оказывают существенную помощь, и мы совместно проводим в этом году наш проект. Пленэр открывается 21 числа. В городе Сухуми мы будем работать, город и городские окрестности. А затем 26-го мы завершаем нашу работу. И итоговая выставка у нас будет в Центральном выставочном зале 26 октября 2023 года. В Центральном выставочном зале презентовали третью книгу «Аза Аргун. Художники Абхазии». Альбом знакомит с биографиями и творчеством художников Абхазии второй половины 20 и начала 21 веков. Иллюстрированное издание дает возможность читателю в общих чертах составить представление о развитии национального изобразительного искусства Абхазии в его станковых и монументальных формах. Подробности в репортаже Леонора Гилаян. Художники Абхазии по своему содержанию – уникальное издание, собравшее в себя биографии и работы абхазских творцов разных поколений. В своих очерках Аза Аргун раскрывает личности мастеров живописи и графики. По словам автора, она опирается на документальный материал и информацию, собранную от художников или их семей лично. Эта книга, она является продолжением первых двух. Единственная разница в том, что там входят художники, которые живут сейчас за пределами Абхазии. У них, конечно, есть большая возможность популяризировать свое искусство. Это такие известные художники не только в странах ближнего, но и дальнего зарубежья, как Диана Воба, Ахра Адинджел, Александр Семенцов и другие. Но я в заключение просто не хочу занимать у вас время. Я хочу выразить благодарность всем тем, кто принимал участие в этом проекте. Но осуществлять этот проект было, конечно, очень долго и мучительно в плане реализации. Я, хочу поблагодарить правительство Абхазии в лице премьер-министра Александра Золотинсковича Анкваб, министра культуры Даура Вадимовича Кове. Но также, конечно, особо хочется отметить руководство Акафона в лице Алхаса Аргун и Светланы Канджария. Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсаля отметила, что в обстоятельствах, когда доступных источников мало, Аза Аргун занята настоящей просветительской работой. У нас действительно в отечественном искусствознании очень большой дефицит материала, когда мы сталкиваемся с тем, чтобы исследовать, выявить, изучить, потому что иногда участие в художественном процессе и отстраненное такое исследование, его изучение не всегда, к сожалению, совместимы в каком-то определенном временном периоде. Поэтому я хочу подчеркнуть, что действительно за несколько лет это большой труд издания 3 книг, куда входят биографии, лучшие работы, очерки, посвященные более 50 абхазским художникам, очень сильно восполняет такой вот пробел в нашем отечественном
искусствознания и подробно рассматривает проблемы современного искусства. Издание третьей книги «Художники Абхазии» поддержано компанией «Аквафон». Эта книга направлена на популяризацию творчества наших именитых художников. Также она направлена на популяризацию нашей культуры в целом. Хотелось бы сказать вам огромное спасибо за столь проделанную большую работу. И мы уверены, что эта книга будет пользоваться большим спросом среди ценителей нашего творчества. В Абхазии большие традиции, и мы хотели бы, чтобы о наших художниках узнали не только в Абхазии, во всем мире. «Художники Абхазии» – энциклопедия абхазского изобразительного искусства настоящего и прошлого с экспертными комментариями искусствоведов, с погружением в творчество и жизнь художников. Книга издана в 400 экземплярах и на 2 языках – русском и английском. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ. Открытие в Москве второго международного музыкального конкурса Алисы Гидзбы, посвященного 15-летию признания России Республики Абхазии, позволяет зажечь новые имена на небосклоне звезд оперы. Сегодня были слезы радости и гордости. Послушайте этот божественный голос. Это, несомненно, одно из самых ярких открытий нашего конкурса. Самая молодая участница Софья Сакания, Абхазия, написала накануне в своем аккаунте в Фейсбуке Алиса Гидзба. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду, 18 октября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В конце дня дождь разной интенсивности, местами дождь с градом, гроза. В горах мокрый снег. Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.
Ветер слабый умеренный, температура воздуха ночью плюс 6-11, днем 14-19. Температура морской воды плюс 21. Волнение морской воды умеренное и значительное. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.